Сегодня свой праздник отмечают представительницы прекрасной половины человечества. Праздником поздравляют и чеченских женщин. Каждый день они работают, учатся, воспитывают, готовят еду, стойко неся это бремя на своих хрупких плечах. Вопрос воспитания и обучения, конечно же, первейший. Пажаева Мадина знает это как никто другой. Она работает учительницей вот уже 34 года. Ребята, вы сами говорили, что Евразия — это самый большой материк. Так как, ребята, он большой, и тем не менее, ребята, здесь находится самая большая территория мира по площади. Это, ребята, Российская Федерация. Для всех своих учеников наша героиня уже немножко мама. Дети в ней души не чают. Она платит им тем же. Мне нравится урок географии. Учительница добрая, хорошая, отлично объясняет. Люблю заниматься на атласе, отмечать материки. Хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. Желаю добра, счастья, тепла. Нравится урок географии. Особенно, что меня интересует, это узнавать разные страны, города нашей планеты. Учительница у нас хорошая, добрая, хорошо учит нас. Очень хорошо она нам все объясняет, понятно. Мадина Алгериевна проводит нам разные практики, видеоуроки, в которых мы узнаем очень много всего. Я поздравляю всех с 8 марта женщин. Желаю вам всего хорошего в дальнейшем, тепла, ласки, счастья. Мадину Алгериевну я поздравляю тоже с 8 марта. Желаю вам всего хорошего в дальнейшем. Маму, конечно, естественно, я поздравляю тоже. Наш учитель по географии Мадина Алгериевна, мне очень нравится урок географии. Она хорошо объясняет нам уроки, делает видеоуроки. Мадина Алгериевна показывает нам на карте страны, материки, океанов, горы. Я бы хотел поздравить всех учителей, женщин с 8 марта. Далдей Алдош. Как говорит сама героиня, она гордится тем, что уже ее ученики работают педагогами в этой же школе. От многочисленных регалий и грамот разбегаются глаза. Мадина Мауладгериевна твердо следует завету первого президента Чеченской Республики: учитель создает нацию, отдавая профессии всю себя. Войнавская женщина, конечно, играет важную роль в обществе, и в доме, и везде. Почему? Войнавская женщина, это на нее лежит большая ответственность. Во-первых, она и мама. Во-вторых, она и жена. В-третьих, она хранительница очага. Я работаю 34 года. А так в этой школе работаю 24 года. Эта школа мне дала все. У меня есть и звание. Я занимала первые места по конкурсу «Шаг будущего» подряд 5 лет. У меня эта школа мне дала еще много, и практику, и практика была хорошая у меня в этой школе, и коллектив у меня, конечно, хороший, и у меня мои ученики, они даже возвращаются. У меня в этой школе есть 15 учителей, которые вернулись и работают с нами, со мной. Конечно, я горда тем, что у меня они есть. Я горда тем, что меня хоть уважают и любят, и ценят. Если коллектив хороший, и работа идет. Если коллектив, конечно, непонятливый и не понимает, что надо идти вперед, конечно, это трудно. Я горжусь своими детьми, я рада их видеть, я рада их всегда видеть. Это однозначно, потому что моя семья – это моя школа, потому что у меня сын уже вырос, уже у него своя семья. Я горда, что у меня есть только детей. Это моя гордость. Я хочу поздравить всех женщин, войнавских женщин. Почему? Потому что войнавская женщина, на ней лежит очень многое, очень много. Во-вторых, я хотела бы вообще-то поздравить директора Мадину Умаровну Мирсанову. Это директор, который всегда рядом с нами, который она поддерживает во всем. Я горжусь, что я с ней работаю уже, как я ранее говорила, 8 лет. Тем не менее, хочу поздравить всех женщин, всех, чтобы у них было, во-первых, здоровье, чтобы они были всегда здоровыми, счастливыми, чтобы они были ценными в своей семье. Женщина – это хранительница очага. И пусть мужчины чувствуют нас, что мы все, мы можем все, что рядом с ними есть надежная опора, плечо твердое. Вот так. Хочу поздравить всех женщин.
По словам героини нашего сюжета, чеченская женщина имеет огромное значение в обществе. Это видно и из фольклора, и из наших обычаев и традиций. А нам остается только присоединиться к поздравлениям и пожелать прекрасной половине человечества всего самого наилучшего. Башир Саутиев, Шамиль Мазиев, информационное агентство «Грозный информ».